Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности крупной аварии на улице Голубятникова. По информации, кто-то говорит 120, кто-то говорит 150 ехал. От «Лады» после столкновения с «Газелью» осталась груда искореженного металлолома. Ассенизаторская машина въехала в торговый комплекс после столкновения с автобусом. Он автобус поставил вот здесь и пошел в туалет. Водитель микроавтобуса вышел из салона за несколько секунд до аварии и сознался в разбое. Ну, чуть-чуть, пьяненький был. Подозреваемый рассказал, как грабил офис микрофинансирования. Это и не только. Прямо сейчас. Не осталось живого места. «Лада» 14-й модели превратилась в груду бесформенного металлолома после столкновения с «Газелью» на улице Голубятникова. По счастливой случайности 38-летний водитель легковушки остался в живых, однако к приезду медиков потерял сознание. В чем заподозрили автомобилиста и на какой скорости он двигался до момента аварии, знает Айгуль Бадруддинова. Это что за удар-то был такой, а? Несмотря на то, что от автомобиля практически ничего не осталось, его водитель остался в живых. Как его грузят в скорую помощь, очевидцы сняли на мобильные телефоны. Как в коме был? Да. Сказали, что скоро все узнают. От удара он потерял сознание, однако позже в больнице мужчина пришел в себя. У водителя «Лады» заметили признаки алкогольного опьянения. Скорость, на которой он двигался, говорят очевидцы, была просто запредельной. По информации, кто-то говорит 120, кто-то говорит 150 ехал. Ну извини, такую машину развернут 3 тонны-то. Стоящую машину. На момент столкновения водителя «Газели» в салоне не было. Его автомобиль был припаркован в нескольких метрах от того места, где владелец после аварии увидел свой грузовик. Вот только развернут он был совсем в противоположном направлении. Водитель автомобиля 14 двигался со стороны улицы Чайкова по улице Голубятникова в направлении улицы Мусина. Не выбрал безопасную скорость движения, а также дистанцию, в результате чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 14 получил телесные повреждения и был госпитализирован в 7-ю городскую больницу. Впрочем, владелец «Газели» уверен, что последствия этой аварии могли бы быть еще гораздо более серьезными. Смотри, видно же, здесь мост ушел. Мост, бензобак, ладно, не газовый баллон взорвался бы, все люди пострадали бы. Если «Газель» еще подлежит восстановлению, то легковушка может отправиться только на металлолом. Айгуль Бадруддинова, Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, «Вызов 112». Едва остановился и отошел по нужде, как КАМАЗ, груженный содержимым выгребных ям, снес его автобус. Крупная авария произошла сегодня днем на проспекте Победы. После столкновения пассажирский транспорт развернуло, а грузовик въехал в здание торгового комплекса. Айрат Назипов был на месте происшествия. Он автобус поставил вот здесь. И пошел в туалет. Возможно, именно это и сохранило водителю автобуса здоровье, а может и жизнь. Мужчина рассказал, что вышел из автобуса за секунды до столкновения. Остановиться там, где это запрещено правилами, заставила нужда. Авария произошла едва ли не за его спиной. Удар, говорит, был очень сильный. Микроавтобус снес забор и развернулся на 180 градусов. Грузовик же после столкновения въехал в здание торгового комплекса, повредив облицовку фасада. Водитель ассенизаторской машины объяснил, почему он не смог уйти от удара. Ехал, походу уснул там, ничего не понял. И лобовуха, полетела, и там уже не разобрался. Молодой человек не пострадал, но при этом находился в сильном эмоциональном шоке. Рассказал, что за 1,5 года в вождении попадает в подобную аварию впервые. Не спали до этого, что ли? Много часов работали или как? Это спал нормально все. 6 на работу. Вышел и все. А почему так произошло, не знаете, да? Молодой человек полностью признал вину. Возможно, что ремонт КАМАЗа ляжет на его плечи. Кроме того, не исключено, что ему придется возместить ущерб на восстановление здания, если на это не хватит страховых выплат. Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, «Вызов 112». 40-летний мужчина, сидевший за рулем припаркованной иномарки, пострадал в результате аварии в поселке Дербышки. В стоящую «Рено» на высокой скорости врезалась «Жигули» 5-й модели. «Рено» после этого откинула на машину, стоящую впереди. Как водитель объяснил, почему не смог объехать машину и почему пострадавший отказался от госпитализации, хотя после аварии даже говорил с трудом, знает Нафиса Минязова. Вез как бешеный, могу сказать. Даже как дурак.
То, как «Жигули» на очень высокой скорости буквально летели по дороге, водитель Рено увидел в боковое зеркало. Он стоял припаркованный у края проезжей части. Говорит, только успел подумать, что добром это может и не закончиться, как вдруг сильный удар сзади. Да, отлетел на эту машину. После первого удара Рено по инерции отбросило на припаркованную впереди «Ладу Калина». В аварии пострадал водитель иномарки. В момент столкновения он сильно ударился головой. Несмотря на то, что ему было даже тяжело разговаривать, от помощи медиков и госпитализации мужчина отказался. Объяснил это тем, что машину одолжил у своего друга и оставить ее тут разбитую на месте происшествия просто не может. К тому же мужчина очень спешил домой к своей беременной супруге. Кто виноват, что произошло? А вы в каком автомобиле были хотя бы? Предполагаемый виновник комментировать произошедшее на камеру не стал, однако автоинспекторам и пострадавшему объяснил, что причиной столкновения стали погодные условия. Как видите, асфальт покрыт тонким слоем льда. Пострадавший отметил, что за помощью к медикам обратиться уже только после разбора аварии в автоинспекции. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить степень вины участников происшествия. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Спас кота ценой своего автомобиля и риска для собственной жизни. Водитель «Жигулей» 7-й модели в селе Сарманово, избегая наезда на животное, резко вывернул руль. Машину занесло, и неуправляемый автомобиль вылетел в кювет и снес столб. В результате аварии водитель не получил серьезных травм. Машину же едва не сложило пополам. Восстановлению она уже не подлежит. Задержан подозреваемый в покушении на убийство на улице Олега Кошевого. Накануне там множество ножевых ранений получил 39-летний мужчина. Как установили следователи, он зашел в закусочную и стал свидетелем того, как один из клиентов устроил скандал с работниками по поводу слишком долгого, по его мнению, выполнения заказа. Мужчина сделал замечание, но это не понравилось вспыльчивому клиенту. Он порвал мужчине куртку, а на требование возместить ущерб несколько раз ударил пострадавшего ножом, в том числе и в область сердца. Пострадавший закрылся в своей машине, а нападавшего оттащили очевидцы, и он скрылся. Раненого госпитализировали в больницу. А 36-летнего 7 раз судимого подозреваемого Сергея Выдрина задержали сотрудники правоохранительных органов. Вину он признал частично. Получить деньги быстро, без документов и потом не отдавать. Идею, как улучшить свое материальное положение, 34-летний мужчина выносил и воплотил в жизнь. План удался, деньги получил и быстро потратил. Все подробности он рассказывал уже за решеткой. Способ обогащения был незаконный. Сергей Хайдаров с подробностями. Чуть-чуть пьяненький был. Все подробности того вечера он помнит досконально и рассказывает, ничего не утаивая. Зашел с ножом туда, отобрал девушке, сказал, давай деньги, все, которые есть. Сотрудница офиса микрофинансирования против таких аргументов возражать не стала. Решила, что жизнь дороже 30 имеющихся в наличии 1000 рублей. И отдала нападавшему наличность. Мужчина при этом лицо не скрывал. И то, что он быстро скрылся и выкинул нож, особой сложностью для полицейских не стало. Проведенный комплекс мероприятий позволил сотрудникам уголовного розыска столицы совместно с коллегами из отдела полиции «Гвардейский» установить личность налетчика. Подозреваемого оперативники задержали по горячим следам на съемной квартире. Им оказался 34-летний ранее судимый уроженец Пестричинского района. Вину подозреваемый полностью признал и прямо сказал, что денег у него уже нет, все потратил. Только вот в целях совершения преступления сейчас уже не так уверен. Не знаю, что сказал. Деньги, наверное, нужны были за это. В ближайшие 10 лет деньги ему в таком количестве могут не потребоваться. Именно такой срок в ряде случаев и со штрафом до 1 000 000 рублей. Закон предусматривает за разбой с применением оружия. Именно по этой статье в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сергей Хайдаров, вызов 112. Баня у частного дома на улице Годовикова сгорела минувшим вечером. Пламя было видно издалека, и пожарных вызвали очевидцы, заметившие зарево. Но огонь успел распространиться на несколько десятков квадратных метров. С места происшествия репортаж Нафисы Минязовой. Я живу здесь, а у меня сын кушает. Жители близлежащих домов яркое пламя увидели из окон. Некоторые даже успели запечатлеть его на камеры своих мобильных телефонов. Оказалось, что на улице Годовикова горит баня у частного дома. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета. Огонь потушили очень быстро. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. К счастью, огонь не успел распространиться на другие частные дома. Спасатели ликвидировали пламя вовремя. Несмотря на то, что на месте происшествия дежурили медики, их помощь, к счастью, никому не понадобилась. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.